Пенсионерку сбили прямо на пешеходном переходе и увезли в больницу с травмами головы и переломами. Водитель Toyota Caldina утверждает, что не заметил дорожный знак, но в этом разбираться будут уже следователи. Совершил наезд на пожилую женщину, которая в результате автоаварии была госпитализирована с очень серьезными травмами головы и множественными переломами. Сейчас дело передано в следственные органы. Еще два случая наезда также произошли на пешеходках. Здесь пострадавшими оказались уже дети 13 и 12 лет. Обоих увезли в больницу с ушибами и переломами. По словам сотрудников ГАИ, эта проблема обостряется каждую весну, поэтому с потеплением увеличивается количество рейдов. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются несоблюдение очередности проездов, неправильный выбор дистанции, выезд на пол встречного движения. С выездом на встречку произошла серьезная авария на улице Автодорожная. Toyota Mark II задела Toyota Spasio, которую в этот момент обгоняла и въехала в стойку рекламного щита. Водитель не был пристегнут и скончался в больнице. Или рано, или колесо у него лопнуло. Ну, задел мой левый дальний угол. Получается, занесло его, да? Или занесло, или колесо лопнуло. По словам директора одной из автошкол, причинами большого количества ДТП могут быть некачественное обучение, а также рост числа автомобилей на дорогах. По новым стандартам идет 56 часов вождения. Многие автошколы снижают это количество. Это действие незаконно. Многие автошколы также готовят месяц, полтора месяца, 2 месяца. Это то есть невозможно за это время отучить. Не так давно ужесточить наказание за нарушение ПДД призвал Владимир Путин. На заседании Президиума Госсовета, посвященного безопасности на дорогах, он назвал причиной аварий банальное неуважение к другим участникам движения. Именно агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения, как правило, приводят к тяжелейшим авариям. Впрочем, с этого года получить права будет намного сложнее. Совсем недавно стало известно, что МВД ужесточило условия сдачи экзаменов в ГАИ. Теперь при каждой ошибке в теоретической части, а их можно допустить всего 2, будет дополнительно еще 5 вопросов. На площадке же вместо 3 упражнений нужно будет сдавать 5, и все это на время. Новый регламент вступит в силу с 1 сентября. Ульян Бояркин, Ларион Федоров, Вести, Якутск.